В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. Эта неделя выдалась очень непростой в свете обострения криминогенной обстановки и связанного с этим роста напряженности в обществе. Очень много внимания было приковано к событиям, имевшим место в стране в последнее время. Парламент 6-го созыва совсем недавно начал свою работу и, можно сказать, вот в такой довольно сложной обстановке. И как положено в этой ситуации занял конкретную позицию. О криминогенной обстановке, об общественно-политической ситуации и о роли парламента чуть позже мы поговорим с депутатом Народного собрания Астамуром Аршба. А сейчас хронология событий в обзоре Аманды Пония. Понедельник. Президент Рауль Хаджинба провел совещание с руководителями силовых ведомств страны. Генеральный прокурор Зураб Ачба, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Нугзар Хагуш и председатель СГБ Зураб Марганя доложили главе государства о ходе расследования по факту изнасилования малолетнего ребенка в селе Нижняя Шера и по факту убийства Анжела Джагмази. Рауль Хаджинба провел расширенное совещание с личным составом ГАИ МВД Республики Абхазия. Глава государства прокомментировал ранее произошедшее резонансное преступление, а также дал оценку деятельности Газавтоинспекции. Президент сообщил о принятом решении по делу сотрудников ГАИ, написавших рапорты об уходе. Написавшие рапорты приказом главы государства были уволены. Около 100 женщин-представительниц общественных организаций Абхазии собрались в парламенте республики. Главный и основной посыл к депутатам – разобраться в череде преступлений, имевших место в стране, и наказать виновных. По итогам внеочередного заседания парламентскому комитету по обороне и безопасности поручено контролировать расследование данного дела и информировать общественность о ходе следствия. По просьбе женщин к работе комитета привлечены и представители общественности. Вечером понедельника в Сухуми примерно в 21:30 прогремел взрыв, в результате чего осколочные ранения получил житель Сухума Руслан Аргун. Пострадавший находится в республиканской больнице. Он перенес операцию по ампутации левой ноги. Врачи оценивают состояние Аргун как стабильно тяжелое. По данному факту прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело. Вторник в Сухуме вновь звучали выстрелы. Герой Абхазии, инвалид войны Роланд Джопо, будучи в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов в кабинете у председателя фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Бадры Агарба. К счастью, никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, обнаружили в окне рабочего кабинета Агарба 3 пулевых отверстия. Среда. Законопроект о переименовании 30 сентября в День Победы принят в первом чтении. Такое решение приняли депутаты на очередном заседании сессии парламента. Более 3 часов парламентарии решали кадровые и внутренние вопросы. Более десятка объектов республиканской собственности решением парламента внесены в перечень объектов, подлежащих приватизации. В парламенте Абхазии создали новую комиссию по контролю над ситуацией с незаконным оборотом наркотиков. В ее состав вошли 10 человек. Председателем избрали Дмитрий Адбар. Четверг. На встрече в центре Даура Зантари обсуждалась ситуация в стране. Участникам встречи предложено провести открытый разговор без политики и с уважением друг к другу. Главный вопрос – что делать? Пришло время говорить о проблемах открыто. Их становится все больше, и уже ситуация такова, что каждый человек задумывается о будущем, как своем, так и своих детей, отмечалось на встрече. Участники встречи высказывали свое отношение к случившемуся так называемых преступлений чести становится все больше. Только за последний год произошло несколько убийств женщин. Без суда и следствия родственники лишают их жизни, ссылаясь на законы Абсуара. Пятница. Общественная палата Абхазии провела внеочередное заседание с участием президента Рауля Хаджинба. На заседание были приглашены генеральный прокурор, руководители силовых структур, депутаты парламента и общественные деятели. Главная тема встречи – обострившаяся в последнее время криминогенная ситуация в стране и нахождение методов решения проблемы. Генеральный прокурор Зураб Ачба подробно проинформировал о ходе расследования по фактам преступлений в отношении семьи Джагмази. Машина подозреваемого и вещи-доки только сейчас были выданы родственникам, сотрудникам прокуратуры. Отец убитой девушки находится в розыске. Что касается расследования убийства, имевшего место в Гагре, подозреваемый задержан, ведется следствие. На все поднятые общественностью Абхазии вопрос ответил президент. В данное время идет конкретная работа по решению вопроса строительства тюрьмы, соответствующей всем нормативам и
требования. Практически готов проект закона по борьбе с организованной преступностью. В ближайшее время он будет направлен в парламент. Очень серьезную работу нужно провести по проблемам наркомании. Санкции, которые предусмотрены законом, в некоторых случаях не соответствуют масштабам проблемы, сказал президент. Не могу согласиться с той позицией, когда говорят о том, что авторитет власти сегодня упал. Авторитет власти падает уже давно, к сожалению. И то, что мы все эти годы имели, это следствие как раз-таки того, что заметил Батал Иванович. Борьба в политическом былу привела к тому, что мы перестали уважать институты власти. Мы их обесценили. И сегодня, когда пытаются на этом спекулировать отдельно взятые люди, как раз-таки это приводит к тому, что мы еще дальше закапываем эту власть. Сегодня о проблемах преступности заговорили преступники. Они стали родителями. О проблемах наркомании говорят наркоманы. О морали говорят аморальные некоторые люди. Все присутствовавшие на заседании сошлись во мнении, что только объединив усилия общества, представителей власти, можно достигнуть определенных успехов в решении наболевших проблем, особенно что касается криминогенной обстановки. На этой неделе были и приятные события. Очень значимым культурным событием не только недели, но и, наверное, года стал 3-й международный фестиваль Фазиля Искандера «Стоянка человека». Премьера спектакля «Софичка» в Русдраме, показ художественного фильма «Софичка» в эфире абхазского телевидения и дети, рисующие по мотивам произведений писателя. Самые главные и незабываемые моменты фестиваля в материале «Белый Кварчия». За 3 года своего существования фестиваль Фазиля Искандера «Стоянка человека» завоевал репутацию самого ожидаемого и самого яркого культурного события в Абхазии и полностью соответствует тому, как позиционировался, а именно стать культурным мостом между Абхазией, Россией и другими странами мира. Начало было положено в 2015 году. Тогда главной темой фестиваля стала экранизация произведений Фазиля Искандера, состоялся приезд в Абхазию знаменитого российского режиссера и сценариста Александра Сакурова, чье имя включено в число 100 лучших режиссеров мирового кино. В 2016 году в числе гостей фестиваля был давний друг Фазиля Абдуловича Сергей Коковкин, заслуженный артист России, заведующий кафедрой и руководитель мастерской театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания, с группой студентов, дочь писателя Марина Искандер и его супруга Анна Родионова. В прошлом же году был представлен спектакль «Кролики и удавы» режиссера Мадины Аргун. И на этот раз поклонники творчества Искандера, любители и знатоки искусства замерли в предвкушении, что же будет представлено в рамках фестиваля в этом году, какие встречи и открытия он принесет. Сейчас уже можно говорить о том, что фестиваль вновь не разочаровал своего зрителя. Были и открытия, и находки, и литературные путешествия по Сухому, пропитанные духом творчества любимого писателя Абхазии. Еще накануне открытия организаторы фестиваля, а это тесный и дружный тандем Министерства культуры Республики во главе с Эльвирой Арсалия, директора Международного фонда культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» Шазины Агрыба и куратора фестиваля искусствоведа Алексея Шервашидзе-Чачба провели пресс-конференцию и пригласили всех, кто интересуется искусством, на мероприятие фестиваля. Зрителю пообещали яркое и неординарное открытие, а именно долгожданную премьеру спектакля «Софичка», поставленного по одноименной повести классика режиссером Еленой Одинцовой в Русдраме. Абхазский зритель ждал премьеру еще и потому, что спектакль был создан силами студентов 3-го актерского курса Абхазской студии театрального института имени Бориса Щукина. Один у нас остался. Подумай о детях, Шамиля. О матери подумай, Шамиль, нет! Нет, не делай этого, я тебя не прошу, Шамиль, нет, нет, это ли я тебя прошу, не делай этого! Они же убьют тебя, Шамиль! В этот вечер в Государственном русском драматическом театре имени Фазиля Искандера был аншлаг. 3 часа постановки пролетели как миг. Целая жизнь героини, как одно мгновение. Зрители в зале проживали каждую сцену вместе с героями произведения великого писателя. Семейные ценности, любовь и верность, честь и достоинство, умение прощать и жить, не изменяя самому себе. Все это на примере судьбы простой абхазской девушки Софички.
Исполнительница главной роли Аманда Кварацхелия. Молодой актрисе удалось прожить вместе с героиней все перипетии ее нелегкой судьбы. Актриса не смогла сдержать эмоций после спектакля. Для меня большое счастье выступать именно здесь, в Абхазии, так как такой отдачи от зрителя у нас еще не было. То есть они так нас приняли, что я, наверное, это всю жизнь буду помнить, так как это наш первый спектакль здесь у нас в Абхазии. И так принять нас, я просто в восторге, я не могу описать вам свои чувства, потому что это что-то нереальное. Драма, которая развернулась на сцене, никого не оставила равнодушной. В адрес актеров звучали только слова поздравлений и благодарности за чувства и эмоции, полученные во время просмотра. Я под огромным впечатлением, я читала это произведение, наверное, поэтому еще больше это меня тронуло. Наши дети великолепны. Честно, не найду сейчас слов, потому что это все только пройдено, только прожито. От души поздравляю. На глаза наворачиваются слезы, потому что это такая тема болезненная. Задета тема войны, тема любви, тема братско-сестринских отношений. Это невероятно трогательно. У меня, если честно, тушь текла большую часть спектакля. Нравственность, порядочность, совестливость, главный, как сказать, лозунг и самого Искандера, и думаю, что всего нашего народа. И мы должны всегда стремиться к этому. Очень хорошая работа, очень захватывает сюжет, замечательная совершенно пьеса, и нам очень нравится. Замечательно. Это было очень круто сыграно, и вообще все актеры великолепно сыграли свою роль, и это было... У меня нет слов, это было супер. На следующий день в рамках фестиваля в эфире абхазского телевидения состоялась премьера уже художественного фильма по произведению Искандера «Софичка». Сняла картину ученица известного российского режиссера Александра Сакурова Кира Коваленко. Затем в прямом эфире телевидения картину вместе с актерами фильма обсудили деятели культуры Абхазии, искусствоведы и любители кино. Звучали разные оценки и мнения, но каждый из участников дискуссии понимал, что такое кино необходимо республике. Фильм уже стал призером зарубежных кинофестивалей, представляя Абхазию в мире. Звучали также предложения о том, чтобы государство начало поддерживать своих кинематографистов, которые смогли бы снимать фильмы такого же технического уровня внутри страны. Разговор не о киностудии, но о создании кинотеатра произошел буквально за несколько часов до премьеры «Софички» в Русдраме на встрече президента страны Рауля Хаджимба и организаторов фестиваля. Чтобы жители Абхазии смогли посмотреть «Софичку», велись длительные переговоры с режиссером Александром Сакуровым, отметил куратор фестиваля Алексей Ширвашидзе-Чачба. Он предложил президенту рассмотреть возможность создания небольшого государственного кинотеатра. Показ, с одной стороны, это чудесно, потому что во всех уголках Абхазии все будут иметь возможность посмотреть его и все. Но с другой стороны, мы же с Сакуровым долгие переговоры вели по поводу показа и так далее. Но демонстрация фильма, в кинотеатре у нас не получалось, к сожалению, да. И может быть есть смысл как-то нам всем вместе подумать, и мы готовы участвовать как-то в этом, что о создании кинотеатра, опять же, государственного, не частного. В этом году впервые в работу фестиваля были вовлечены дети. В Сухумском доме юношества прошел конкурс детских рисунков по мотивам произведений писателя. Главным символом этого мероприятия был маленький чек из мухуса. Перед конкурсантами стояла непростая для их лет задача. Молодым художникам надо было перенести на бумагу образы, возникшие во время чтения отрывков из рассказов о Чике и просмотра фильма Генриха Габая «Время счастливых находок». Иногда это бывает очень трудно, потому что иногда у тебя возникает картинка в голове, но ты из-за отсутствия каких-то навыков не можешь ее воплотить в реальность. Но надо попробовать. Я люблю рисовать с натюрморта. Или у меня есть персонажи любимые, и я их с компьютера срисовываю. Если, да, конечно, есть фантазия, то можно нарисовать, чтобы было вдохновение. И тем более Фазилий Искандер — это такой легендарный писатель. Он очень интересно писал все рассказы, и они сами представляются в голове, и уже хочется взять кисть и нарисовать это. Как говорится, не победа, а участие главное. А Искандера я читал, да, несколько произведений. Мое любимое произведение о том, когда он ходил с дядей гулять-то, дядя был сумасшедший, то есть об этом, да. В
Все было как и положено на конкурсе. Участники, болельщики, жюри. Оценивать работу детей очень сложно, признавались члены жюри. Ведь каждую детскую работу отличает искренность. Каждая по-своему талантлива и уникальна. У меня 7-8-летние два мальчика. Я сам очень часто подсматриваю, что они там рисуют. Иногда ворую эти рисунки, потому что в таком возрасте иногда ребенок рвет этот свой шедевр. Я тихо у них забираю и складирую. И в полной тишине иногда сижу и рассматриваю то, что они нарисовали, пытаюсь вернуться в это состояние. Это трудно. Ощущение разумности и гармонии мира, счастье от того, что ты живешь, этой радости удивительно от этого многообразия мира. Вот это слово Фазиля чрезвычайно важно именно сегодня. Поэтому это особенный фестиваль. Это фестиваль, который надо проводить, и надо, чтобы он жил постоянно, чтобы он в нашу плоть и кровь вошел. 22 июня для ребят состоялась литературная экскурсия по Республике Справедливости «Чик в Мухусе». Экскурсия начиналась у дома Чика, в котором вырос Фазиль Искандер. Затем детский сад и школа, где учился писатель. Участники прошлись по местам, где бегали босоногий Чик и его друзья. Гидами экскурсии были студенты Абхазского государственного университета, которые читали цитаты из рассказов о Чике, связанные с определенными местами в маршруте экскурсии. Завершилось путешествие в Руздраме литературными чтениями с участием актеров и писателей, а также церемонией закрытия 3-го международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Белла Кварчия для событий недели. Теперь к главной теме нашей программы. Гость нашей студии – депутат парламента Астамур Аршба. Здравствуйте, Астамур. На последнем заседании сессии парламента создана комиссия по контролю над ситуацией за незаконным оборотом наркотиков и психотропных средств. Вы, как мы знаем, вошли в состав этой комиссии. Скажите, с чем связано решение создать комиссию? Ведь существует же у нас комитет по обороне и безопасности, и вроде бы именно вот такими вопросами он и должен заниматься. Это общая проблема, это проблема не только Абхазии. В частности, мы сейчас создали комиссию по незаконному обороту наркотиков и психотропным веществам. По мне лично этим должен заниматься каждый человек, который переживает за своих детей, за свою страну и за все то, что происходит и какие масштабы оно набирает вообще в целом. Создали ту площадку, чтобы люди понимали, что так дальше нельзя. А чем конкретно будет заниматься комиссия? Можно вот как-то поподробнее? И что именно будет входить в ваши полномочия? Будем контролировать ситуацию транзита наркотических психотропных веществ. Будем контролировать Минздрав в этом плане, что касается легальных и нелегальных препаратов, что касается, что содержит наркотические средства. Ну, как-то в целом вот так вот у нас будет проходить работа, и она никоим образом не связана с тем, чтобы кто-то кому-то не доверяет или наоборот, кто-то кого-то хочет в чем-то найти и политическую какую-то подоплеку в этом искать, потому что это проблема, еще раз повторюсь, всего человечества, и с ней нужно бороться. И чем больше людей с этим станет, если общественность станет рядом с нами тоже и скажут, что так дальше нельзя, я думаю, только в таком случае будет какой-то у нас результат и будет толк в этом. 26 июня, кстати, совсем скоро отмечается Международный день борьбы с наркоманией. И вот как бы вопрос вдогонку получается. Как вы считаете, каковы должны быть главные пути борьбы с этим злом у нас в стране? С чего нам начинать? Наркомания, она, еще раз повторюсь, больная тема и острая тема для всех. Нам для начала надо понять, это болезнь или это преступление вообще, что это наркомания. По мне лично, если есть очень много примеров тех, где люди просто больны этим, понимаете, и они нигде не воруют, они нигде не грабят, ничего не делают, просто сами себе губят жизнь, понимаете. Ну, с такими нужно по-другому. Вообще считается, что наркомания и преступность это очень взаимосвязанные две вещи. Вот поэтому мы и говорим, тот наркоман, который вред наносит только себе, надо как-то заняться им, создать ему условия для того, чтобы он как-то лечился, выходил с той зависимости, излечил ту болезнь, которую он
болеет. И как-то тогда не будет, наверное, будет и меньше преступности, и будет меньше всех тех негативных ситуаций, с которыми мы сталкиваемся. Наркомания в последнее время у нас огромные масштабы приобрела в стране. И несмотря на то, что мы все время говорим об этом, я бы не сказала, что и службами безопасности, и органов внутренних дел не ведется никакая работа, и ведется борьба. Несмотря на все это, все-таки увеличивается с каждым годом и число употребляющих наркотики, и число жертв, да, которые уже, к сожалению, которым уже никак невозможно помочь. Что нам делать для того, чтобы вот остановить, может быть, не получится, но хотя бы как-то изменить ситуацию в лучшую сторону в этом направлении? Вы, если мне предоставите такую возможность, я как-нибудь в следующий раз к вам приду и уже больше вам буду говорить уже на цифрах, понимаете? И что касается отчетов, что касается того, сколько людей задержано было, сколько людей отпустили по этому принципу. И я думаю, у вас отпадет этот вопрос, потому что действительно ситуация непростая, ситуация нелегкая. И по этому поводу создана комиссия 21 числа на сессии, вот сейчас последней сессии нашей. Мы пришли к тому, что нужно создавать комиссию по незаконному обороту наркотиков и психотропным веществам. Я ранее говорил, чем будет заниматься эта комиссия. И этого мало, если так взять. Этого мало, потому что в этом остром вопросе нам нужно как-то взяться, еще раз говорю. Давайте с этого начнем даже. Вот здесь возьмемся за руки и покажем, что мы можем вместе прийти к какой-то логической точке. Понимаю, что у каждого из нас дома находятся дети. Правильно? И вот надо, вы, если в курсе, что очень массово в последнее время пошло и по школам, это что и мальчики, и девочки могут себе позволить. Да, даже подростки привлекаются, попадают, вернее, в определенные. Опять-таки, почему это все происходит? От безделья, от того, что люди не могут себя ничем занять, и нету никаких там досуг для того, чтобы люди, ни спортзалов, ничего. То есть полностью отсутствует подход, что касается нашего будущего. Хотелось бы выслушать ваше мнение по поводу обострения криминогенной ситуации в стране. В частности, вот после факта изнасилования несовершеннолетней, имевшего место в Сухуме, в парламент пришли женщины. Там состоялся довольно открытый разговор. Много чего было сказано. Меня лично насторожило то, что психолог, присутствовавший на встрече, она так заявила, что такие случаи, к сожалению, в Абхазии не единичны. Просто мало кто из пострадавших женщин обращаются в милицию, да, и как-то рассказывают о том, что с ними произошло. И понятно, что женщинам оказывается помощь, медицинская помощь, анонимная помощь. И я даже знаю, что у нас есть организация в городе, которая оказывает анонимную психологическую помощь женщинам, пострадавшим в насилии, в том числе и женщинам, жертвам домашнего насилия. Но преступники при этом остаются безнаказанными. Как, на ваш взгляд, нам добиться того, чтобы люди стали доверять правоохранительным органам, чтобы как-то все-таки вывести эти преступления из тени, и чтобы люди несли ответственность за совершенные преступления? И не сама проблема в том, что как бы людям доверять правоохранительным органам. Я как человек, который родился в Абхазии, гордо называю себя абхазом, понимаете, для меня это вообще в голове не укладывается, как вообще такое возможно. И что касается правоохранительных органов, это уже, наверное, второй вопрос, как доверять им или как не доверять им. Это уже само руководство внутренних дел должно, наверное, быть примером для того, чтобы им было оказано какое-то доверие, чтобы им доверяли наши граждане. Что касается того факта, который произошел вот здесь недавно, но это настолько гнусный и в голове не укладывающийся факт, что мне даже неприятно и больно за это вообще говорить. Родственники потерпевшей девушки, да, обращались к нами, были не один раз. Для меня, опять-таки, повторюсь, это в голове не укладывается, находясь в Абхазии, с нашей ментальностью, с нашим отношением к жизни, с нашей культурой, как вообще такое у нас происходит, и что очень обидно, и еще раз говорю, в голове не укладывается то, что это не первый случай. Само собой, на это надо обращать особое внимание, и в этом плане не должно быть никаких родственных
дружеских там или каких-либо связей, чтобы, знаете, как-то прикрыть данное преступление. По мне лично нужно очень жестко и срочно принимать какие-то решения по этому факту. На этом фоне обострения криминогенной ситуации, можно сказать, и такого вот неудачного, да, начала курортного сезона, как-то очень нелепо, мягко говоря, выглядело заявление группы сотрудников МВД с требованиями, да, где они написали рапорты. Это недопустимо по мне лично. Да, понятно то, что у них, может быть, в какой-то степени обоснованные какие-то недовольства по этому поводу. Ним, что касается заработной платы, что касается, да, у нас сегодня она, конечно, не такая, как хотелось бы, но люди, которые шли на работу, они понимали, куда они идут. Или вот, допустим, по примеру, да, вот представьте, дорогие друзья, то, что по такому же принципу начнут себя вести, там, допустим, врачи, да, и не принимать больных людей, там, или учителя, те же учителя, которые, да, которые как-то не будут обучать наших с вами детей. Это недопустимая ситуация для меня лично. И моя позиция в этом такова. Да, есть сегодня большие проблемы с заработной платой. Да, у нас грошечные копейки какие-то получают сотрудники там, милиции, учителя, врачи, все госбюджетники. Но это не повод для того, чтобы мы бросали свои рабочие места. В конце недели состоялось расширенное заседание Общественной палаты с участием президента и представителей силовых структур. Своего рода был подведен какой-то, вот, мне кажется, такой итог, да, вот этой вот сложной ситуации, сложной для нас всех недели. И там были предложены определенные меры, пути выхода из сложившейся ситуации. Но, конечно, приятно, что все практически присутствовавшие на этом заседании были едины в мнении о том, что нам всем надо объединиться для того, чтобы вот решать такие острые вопросы, которые стоят сегодня в нашей стране. Но и многие пытаются все эти события сегодня перевести в политическое русло. Хотелось бы вот услышать ваше мнение. Мы не первый год слышим о том, что нужно объединиться, и каждый чиновник, каждый политик, каждый деятель, имея возможность выйти на какую-то определенную площадку, говорит об этом. Но, как выясняется, говорить этого мало, надо что-то предпринимать, и все понимают, что нам надо объединиться, понимаете, но надо же еще какой-то шаг для этого сделать. Сегодня вы, если обратили внимание, все даже вплоть уже даже, возьмем не парламент, там парламент, допустим, или вне парламента, или вне правительства, просто люди даже между собой, возьмем даже родственников, по родственным связям, по каким-то политическим взглядам, по каким-то убеждениям, ну, порознь, так у нас ничего не получится. Сегодня, что бы мы ни делали, для нас важно единство. То есть, если мы вместе придем, сядем, обсудим. Я, кстати, и призывал в парламенте это всех и высказывался по этому поводу тоже. Там есть опытные политики, весьма опытные политики, и мы молодые, перспективные, наверное, политики, начинающие. Ну, для нас важно, конечно, понять, осознать, и мы готовы слушать, готовы свое говорить. И только в таком русле может получиться какое-то единое, если мы все вместе сядем, поднимем тот или иной вопрос и будем сообща решать. То есть не факт, что я говорю, что это может быть верно. То есть если меня по какому-либо из вопросов, если меня поправят, скажут, да, это хорошо, но вот так, если мы сделаем, будет лучше, само собой, я с этим соглашусь. И любой нормальный, уважающий человек должен с этим согласиться, потому что это будет правильно. По такому принципу надо как-то собирать. Важно не только слушать, но и слышать друг друга. Все правильно. Я вот к этому и говорю. То есть я, если просто слышу и не слушаю вас, то я в априори не могу как-то согласиться с тем, о чем вы мне говорите. То есть очень много проблем у нас и очень много, к сожалению, таких ситуаций, что общество разобщено. У меня лично, как не депутата парламента, скажу, а как просто гражданина Абхазии, у меня очень за это болит душа, и мне очень неприятно о том, что в каком обществе мы сегодня живем. Люди, которые всю жизнь бок о бок жили, могут прийти на одно там какое-то мероприятие общее и сесть даже по политическим каким-то принципам, не могут сесть за один стол. Надо это все прекращать. Только в таком русле мы сможем построить наше государство. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. И вам большое спасибо. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию.
А сейчас о событиях субботы. Президент Рауль Хаджимба встретился с участниками проекта развития лидерского потенциала молодежи Абхазии «Ащета», который организован Государственным комитетом по молодежной политике на территории курортного комплекса Хбста-Ривер Эко-Парк. То, чему вы обучаетесь сегодня, окажется нужным для вас и впоследствии. Это будет полезным и в деле государственного строительства, отметил глава государства, приветствуя участников встречи. Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по молодежной политике Альяс Авицба выразил благодарность президенту за встречу и оказываемую поддержку. Молодые люди имели возможность задать Раулю Хаджимбе интересующие их вопросы по темам обеспечения безопасности дорожного движения, участия представителей молодежи в политике, возможности привлечения туристов, налогообложения, развития медицины. Такими были главные события прошедшей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго!